Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумагыз башкорттар. Я хотел бы порассуждать о тех событиях, которые сейчас происходят в Заурале, в Баймакском районе, в Учелинском районе, ну вообще по всему Зауралю. А точнее о той варварской добыче наших природных ресурсов. Это не обращение, сразу говорю, чтобы потом не привязывали мое имя с жителями Заураля, с башкирами Заураля. Это мои рассуждения. Так вот, наша республика Башкортостан на сегодняшний день является самой настоящей колонией, бесправной абсолютно, которую управляют из Москвы. Власть сегодня захвачена в стране троицей, да? Это чиновники, олигархи и силовики. Вот эта троица управляет всей страной. Именно эта троица в лице, как я сказал уже, чиновников, олигархов и силовиков поставила Хабирова у нас в республике Башкортостан, который отрабатывает это место, пытаясь распродать все то, что еще осталось в республике Башкортостан. А осталось не так много. Все крупнейшие предприятия нашей республики, которые приносили какой-то там существенный доход, все проданы давным-давно уже олигархам тем же самым, да? Перечислять, наверное, я думаю, что не стоит. Назову только несколько крупнейших там, да? Это Башнефть, это Башмедь, это Салаватнефтеоргсинтез, это БСК Сода, это УМПО, это Белорецкий металлургический комбинат, ну и так далее. Практически все продано. Ничего не осталось. Там осталось только два предприятия. Там несчастный Башспирт, который надо быстрее закрыть, и Башавтотранс, который вот-вот на днях тоже продадут, кстати, москвичам. Так вот, Хабиров распродает. Что может еще распродать Хабиров? Только единственное, что осталось у наших жителей, это земли. Земля – вот то самое ценное, что осталось в республике Башкортостан, точнее у ее жителей. То, что под землей находятся все эти природные ресурсы, которыми так богат наш Урал, тоже давным-давно не принадлежат жителям республики Башкортостан. После того, как Конституцию республики Башкортостан от 1993 года изменили, убрали много статей, в том числе убрали и статью номер 10, где было сказано о том, что все природные ресурсы республики Башкортостан принадлежат его многонациональному народу. Так вот, эту статью убрали, после этого наши природные ресурсы уже нам не принадлежат. Распоряжаются ею Роснедра, а точнее именно башкирскими природными ресурсами распоряжается из Нижнего Новгорода. Так вот, там они могут легко любой наши залежи нефти, алмазов, золота, угля, меди и так далее отдать указания на разработку, и их будут разрабатывать, не спрашивая нас, не платя никаких доходов и налогов в нашу республику. Все будет уходить в Москву. Единственное, что их сдерживает в некоторых случаях, это то, что земля, под которой находятся эти природные ресурсы, находится в статусе сельхозназначения, которое они не имеют права по закону трогать. Для этого они должны земли из статуса сельхозназначения перевести в промышленную. Все. После этого они имеют право начинать разработку. А для того, чтобы перевести из статуса сельхозназначения в промышленный статус, необходимо провести слушание, где народ должен высказаться за перевод этих земель в статус промышленный, да? Именно это сейчас и происходит в Тимясово. Именно это происходило недавно в Ишмурзино, а также очень часто проходило в разных Заурале, в разных селах и деревнях Зауралья, особенно в Учелинском районе, в Баймакском очень много, в Абзелиловском, когда нагоняли туда бюджетников, которые под видом местных жителей
подмахивали любую подпись, продажные депутаты сельского назначения подписывали все это, и все, земли переводились, и начиналась разработка. Так вот, уважаемые жители Республики Башкортостан, уважаемый Башкортар, жители Зауралья, не ведитесь на это. У вас на сегодняшний день именно в Тимясово хотят отжать 88 гектаров земли. Это паевые земли, это сельхозугодья, это сенокосные угодья. Это вообще наша природа. Когда они говорят, что мы хотим только разведку сделать, это слова от лукавого. Нет, конечно. Там, где как только вы дадите добро на разведку, тут же начнется промышленная разработка земли. Это я вас уверяю, так оно было всегда. Зачем им проходить через столько мучений с жителями для того, чтобы только провести разведку? Нет, конечно же. Они будут разрабатывать. И мы все прекрасно знаем, что после этого происходит. Земля вся изворочена, перевернута. Весь пласт, природный пласт, уничтожен. После него остаются изгаженная, испоганенная земля, на которой больше ничего не растет. Нам это надо? Конечно же, нам это не надо. Я хочу вам напомнить историю индейцев Северной Америки, когда у них отбирали землю. Вот то же самое ждет нас всех. Как только землю нашу заберут, нас всех выселят. Индейцев Северной Америки в 1830 году выселили со своих богатых земель и отвели им землю, бесплодную пустынную землю в резервации. Всех туда переселили. Более половины индейцев там умерло потом от голода, от холода, от тех условий, от тех природных условий, которые там были. Так вот, мы сейчас повторяем судьбу. Мы сейчас повторяем судьбу этих индейцев. С нами обращаются как с индейцами. У нас хотят купить нашу землю за бусы, за какие-то обещания. Не ведитесь на это. Эта земля нам досталась от предков. За нее наши предки, Башкортар, воевали. Сколько было восстаний, сколько каждые 20-30 лет башкиры поднимали восстание. За что они поднимали восстание в основном? Конечно же, за религию, за свои права, но в первую очередь за свои земли. Именно за земли башкиры поднимали восстание, и именно поэтому еще только за счет них что-то осталось еще из того большого исторического Башкортостана, который раньше был в руках башкир. Осталась вот эта вот территория Республики Башкортостан сегодняшняя. И то сейчас его стараются у нас отобрать. Не слушайте никого. К вам присылают именно негодяев. Хабиров, понимаете, он до такой степени негодяй, отвратительный подлец, который, не стесняясь, отправляет Абдрахманова. Все вы знаете, кто это такой. Человек, который разрушал лагерь в Куштау, избивал женщин там, избивал защитников Куштау. Сейчас этого человека отправляют к вам, чтобы он вас убедил. Не верьте никому, не верьте. Даже сам Хабиров, если приедет, даже сам Путин, если приедет, никому не верьте. Это ваша земля, которая вам досталась от предков. И ваша обязанность, запомните, что у вас есть долг перед своими внуками, перед своими потомками оставить эту землю такой, какая она есть. Такой, какой вам ее оставили наши предки, которые пролили море крови за эту землю. Заки Вылиди с целым войском защищал эту землю. Потом практически все эти башкортар, которые защищали, которые были в башкирском войске, практически все были ликвидированы, репрессированы. Но они оставили эту землю нам. И мы не имеем права ее распродавать. Никому. Поэтому, башкортар, что бы ни случилось, что бы вам ни обещали, там, золотые дороги, работу, там, где будут платить по $1 миллион, там, еще что-то, нет. Не ведитесь. Пусть
Они и так обязаны вам дороги проводить. Они и так обязаны вам работу предоставлять. Пусть строят нормальные экологические предприятия, которые будут давать вам работу, но ни в коем случае не распродавайте землю. Иначе, как я сказал, мы все повторим судьбу индейцев Северной Америки. А мы не индейцы, мы башкортар. И наша земля нам дорога. Урал, все мы знаем эпос Урал-Батыр. Урал-Батыр, наш легендарный Батыр, когда умирал, он завещал беречь эту землю. Он умер за то, чтобы природа жила вокруг. Из его тела превратились вот эти Уральские горы, возникли. Кто читал эпос Урал-Батыр, тот знает. Так вот вы сегодня, если вы поставите подписи, поднимете руку при голосовании за то, чтобы отдать земли, вы будете разрывать, то есть вы отдадите земли тело Урал-Батыра нашего. Башкортар, еще раз говорю, не ведитесь на эти обманы, на эти уговоры. Не отдавайте землю. Хау